Добрый вечер, уважаемые телезрители, любители спорта. Национальная вещательная компания «Саха» начинает прямую трансляцию с центра спортивной подготовки «Триумф», где начинается вечерняя программа второго соревновательного дня, седьмого по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. В рамках утренней программы мы увидели очень-очень интересные схватки, по итогам которых два представителя якутской школы борьбы вышли в финал. Это Константин Капрынов в весовой категории до 61 килограмма разыграет золото с Ибрагимом Абдурахмановым из Дагестана. И Петр Кириллин в весовой категории до 70 килограммов. Он встретится с Рамазаном Якубовым из Красноярского края. Эти два финала и другие решающие схватки состоятся завтра в рамках заключительного дня турнира, соревновательного дня. Ну а сегодня мы станем свидетелями финальных схваток весовой категории до 57, 65, 74 и 86 килограммов. За всем происходящим на арене Центра спортивной подготовки «Триумфа» будем следить мы, я, Власий Сергеев, и заслуженный тренер России, судья международной категории экстра-класса Салтан Сергеевич Досеев. Ну что ж, ждем ярких схваток. Добрый вечер, уважаемые любители горной борьбы. Я думаю, сегодня нам наши финалисты покажут очень красивую борьбу. Зрители получат большое удовольствие, а мы будем просвещать, как будут схватки идти. Да, нам представляют почетных гостей нашего турнира. Очень много присутствует людей, которые внесли неоценимый вклад в развитие вольной борьбы, мирового спорта. Да. Это и, конечно же, Владислав Стецик, это Александр Иваницкий, Валентин Ярданов и другие. Много людей с большой буквы мира вольной борьбы присутствует в «Триумфе». И, конечно же, и глава республики также присутствует. И с минуты на минуту начнется торжественная церемония открытия. Супруга Дмитрия Петровича Коркина также присутствует. Александра Семеновна Коркина. Ну и, конечно же, организаторы турнира начинают, да, вот церемонию с поздравления представительниц прекрасной половины человечества с прошедшим Международным женским днем. Ну что ж, мы приступаем к церемонии открытия нашего турнира. И давайте внимательно посмотрим, что же нам приготовили организаторы седьмого турнира памяти нашего великого спортсмена Романа Михайловича Дмитриева. Внимание!
самых ярких борцов-вольников 20 века. Благодаря своим успешным выступлениям на борцовском ковре он прославил во всем мире не только якутский спорт, но и весь якутский народ. В этом году, 7 марта, исполнился 70 лет со дня рождения Романа Михайловича Дмитриева. И в эти дни наша республика приветствует лучших борцов-вольников, юниоров с разных уголков мира. Roman Dmitriev is one of the brightest wrestlers of the 20th century. By means of his successful performances on the wrestling mat, he glorified not only the Yakut sport all over the world, but also the entire Yakut nation. On March 7, it was the 70th anniversary of the birth of Roman Dmitriev. And these days, our republic welcomes the best junior wrestlers from all over the world. заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион, родился в далеком севере, в Жиганском районе Якутской АССР. 7 марта 2019 года Роману Дмитриеву исполнилось 70 лет со дня рождения. Своими выдающимися победами на Олимпиадах, чемпионатах Европы и мира он убедил весь мир, что на далеком севере, в Якутии, в суровом климате живет по-настоящему волевой, выносливый, сильный телом и духом народ. Неоценимо по своему значению то, как он личным примером вдохновил сотни и тысячи молодых людей на занятия физической культурой и спортом. Roman Dmitriev, merited master of sports of the USSR, honorary coach of the USSR, the Olympic champion, was born in the far north in the Zhigansky district with outstanding victories at the Olympics, the European and world championships. He convinced the whole world that in the far north, in Yakutia, live a truly strong-willed people. Invaluable is the fact that he personally inspired thousands of younger generation to take up physical education and sports.
Талисман 7-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, посвященного 70-летию со дня рождения Романа Михайловича Дмитриева, «Снежный барс». Романа Михайловича любители борьбы, его друзья и соперники на ковре нередко сравнивали со снежным барсом, как мягкого, ловкого и мудрого охотника. На ковре он барс, который медленно подкрадывается и проводит молниеносный прием, неожиданный для противника, будь то прием в стойке или в партере. Борец абсолютно неординарный со своей техникой и тактикой ведения борьбы, спортсмен, который борется с первой секунды до последней. Ladies and gentlemen, please welcome Snow Leopard, the mascot of the 7th International Freestyle Wrestling Tournament in memory of the great champion Roman Dmitriev. On the mat, he was often compared to the Snow Leopard as a vice-champion. He slowly slipped up and held a fast-winning action. Сегодня в городе Якутске в центре спортивной подготовки «Триумф» проходит 7-й международный турнир, демонстрационный памятник 3 олимпийским чемпионам нашей республики Роману Дмитриеву, Павлу Пенигину и Александру Иванову. Каждый спортсмен привез с собой не только мечту о победе и рекордах, стремление достойно представить свой народ, но и горячее желание найти здесь новых друзей. Поистине спорт и дружба неразлучны. Ladies and gentlemen, we welcome the parade of highly qualified judges and referee board of the 7th International Freestyle Wrestling Tournament among juniors in memory of Roman Dmitriev. 7-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Романа Дмитриева. We warmly welcome the participants of the 7th International Freestyle Wrestling Tournament among juniors in memory of Roman Dmitriev. Азербайджан, Azerbaijan, Армения, Armenia, Беларусь, Belarus, Болгария, Bulgaria, Греция, Greece, Казахстан, Kazakhstan, Кыргызстан, Kyrgyzstan, Молдова, Moldova, Монголия, Mongolia, Соединенные Штаты Америки, United States of America, Польша, Poland, Узбекистан, Uzbekistan, Россия. Russia, Для торжественного открытия международного турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева приглашается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. For the grand opening of the 7th International Freestyle Wrestling Tournament among juniors in memory of Roman Dmitriev is invited the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Айсен Николаев. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. The head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Айсен Николаев. Өтіктабыллах, бір дойдулақтарым, уастабыллах ылжыттар, ан дойдуға тұстуыны бағылабыт улу мастырдар. Бұқа барағытын бүйіңі үріләк күйінен, бігі улу тұстуқ бұд, улу кихибет, Роман Михайлович Дмитриев, хырдық атығаранамыт, хәттіс түгілләқ,
андойдуга эдер чаттары кардыларыгар турнир хагаламбытынан итити кестенне кагар деребин көңүллән. Бу коталаһы бияга республика бутыгар курук үрдүк тахымнах барар. Бу көрдөрөр беге хайда курдук улуу кехибитигер. Хакалар андойдуга бастың инники хыджар кахпытан көддөрбүт дакастабы кехибитигер хүрияр битин. Дорогие друзья, уважаемые гости, я искренне рад поздравить всех с прекрасным событием, с началом 7-го международного юниорского турнира памяти Романа Михайловича Дмитриева. Dear friends, dear guests, I would like to sincerely congratulate you on the opening of the 7th Roman Dmitriev Memorial Tournament. Отрадно, что этот прекрасный турнир проходит в год 70-летия Романа Михайловича Дмитриева. Его светлая память, конечно же, всегда вместе с нами. Мы помним его борьбу, мы помним, каким великим гражданином он был, как он много сделал для развития своей родной Якутии. And this is his 70th anniversary year. And we will always remember him, not only as a great wrestler, but also as a great personality. Я рад, что в этом году, как всегда, принимают участие сборные многих стран, многие восходящие звезды вольной борьбы. Уверен, что впереди у них славное будущее, и они пойдут по пути, по которому прошел наш великий земляк. And this year, we're having many participants from many countries. And I am sure that the great future is awaiting for them. Я счастлив, что в год 70-летия нашего великого Романа Михайловича Дмитриева Якутск добился права проведения Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет здесь ровно через 1 неделю. И я сегодня рад всем сообщить, что в составе сборной России на ковре города Якутска, в составе сборной России на Кубке мира будут бороться наши земляки. В весовой категории до 57 килограммов Ариан Тютрин и до 65 килограммов Виктор Рассадин. And I am extremely happy that this year Yakutsk will be hosting the World Wrestling Cup, which will be held in 1 week. And in Russian team, we have representatives of Yakutia. Я уверен, что это показатель преемственности наших поколений, преемственности нашего спорта и свидетельство тому, что из рядов якутских борцов еще вырастут и чемпионы Европы, и чемпионы мира, и Олимпийских игр. And this is a link between generations and a promise that we will have more great champions. Я благодарен олимпийским чемпионам, призерам Олимпийских игр, которые сегодня посетили наш Якутск в честь памяти нашего Романа Михайловича Дмитриева. Я благодарен Антонине Сафроновне Дмитриевой, супруге Романа Михайловича, которая ведет огромную подвижническую деятельность по его увековечению его светлой памяти. Дорогие друзья, я уверен, что светлая звезда Романа Михайловича Дмитриева послужит путеводной звездой для многих и многих поколений борцов всего мира. I would like to thank all our guests, the Olympic champions and outstanding athletes. And I hope that the star of Roman Dmitriev will be setting an example to the coming generations. Thank you. Удачи всем спортсменам, пусть победит сильнейший. Разрешите объявить международный турнир памяти Романа Михайловича Дмитриева по вольной борьбе среди юношей открытым. Let me declare the Roman Dmitriev Memorial open.
указ главы Республики Саха-Якутия. За вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд наградить знаком отличия «Гражданская доблесть» Дмитриеву Антонину Сафроновну, ветерана финансовой отрасли, город Якутск. Decree of the head of the Republic of Sakha-Yakutia for contribution to the socio-economic development of the Republic, social activities, and many years of dedicated work to reward honorable distinction, civil prowess. Mrs. Antonina Dmitrieva, a veteran of the financial industry, the Yakutsk city. За заслуги в области физической культуры и спорта, вклад в развитие и пропаганду вольной борьбы на российском и международном уровне, объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Иваницкому Александру Владимировичу, ветерану Великой Отечественной войны, заслуженному мастеру спорта СССР, чемпиону Олимпийских игр. For contribution in the field of physical culture and sport and in the development and promotion of freestyle wrestling in the Russian Federation and worldwide, to announce an honorable mention of gratitude of the head of the Republic of Sakha-Yakutia to Mr. Alexander Ivanitsky, a veteran of the great patriotic world, honored master of sport of the USSR, champion of the Olympic Games. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Йорданову Валентину Димитрову, президенту Федерации борьбы Болгарии с 1998 по 2014 годы, чемпиону Олимпийских игр, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. To announce honorable mention of gratitude of the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Yordanov Valentin Dmitriev, the president of the Wrestling Federation of Bulgaria from 1998 to 2014, champion of the Olympic Games, the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Aysen Nikolaev. Сертификатом на 100 тысяч рублей награждается Анна Гасич, город Якутск, победитель конкурса эскизных проектов благоустройства набережной имени Романа Дмитриева. Проект набережной Романа Дмитриева вошел в тройку приоритетных проектов в городе Якутске по программе благоустройства общественных пространств, формирования комфортной городской среды. The certificate is awarded to Mrs. Anna Gasic, the winner of the competition for the sketch projects of the improvement of the Roman Dmitriev Square. Сегодня в город Якутск прибыл главный трофей Кубка мира по вольной борьбе, который будет разыгран 16-17 марта в столице Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Исполнительный директор Федерации спортивной борьбы России Александр Владимирович Деревянко вручает кубок председателю Организационного комитета по подготовке и проведению Кубка мира по вольной борьбе в городе Якутске, главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву. Ladies and gentlemen, the Executive Director of the Russian Wrestling Federation, Mr. Alexander Derevyanko, is handing the cup to the head of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Aysen Nikolaev.
Проходят века, но триумф нашего земляка на Олимпиаде останется неподвластным времени. Роман Дмитриев – это гордость якутского народа. Мы призываем молодое поколение спортсменов быть достойными имени выдающегося сына народа Саха Романа Дмитриева. Я рисую белым мелом облака, я мечтаю, будет день наверняка, это счастье, улыбнется с неба мне и моей стране. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Сколько можно вечно спорить ни о чем, сколько можно воду черпать решетом, где-то в пене, что расправит крылья мне и моей стране. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. Россия, сама в силе, Россия, сама в силе, Энгини Ваннамин, пойдите, гергермит. Россия, сама в силе, Россия, сама в силе, Энгини Ваннамин, пойдите, гергермит. Моя Россия, моя страна, ты так красива во все годы времена. Моя Россия, мои друзья, дай Бог нам силы, мы вместе одна семья. На этом торжественная церемония открытия 7-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров, посвященного 70-летию со дня рождения выдающегося сына народа Саха, заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева завершается. Пусть победит сильнейший! Among juniors, in memory of the outstanding son of Yakutia, merited master of sports of the USSR, honored coach of the USSR, Olympic champion Roman Dmitriev ends. Let the strongest win. Уважаемые любители вольной борьбы, уважаемые спортсмены, все финальные поединки пройдут на ковре А. Финальные поединки начнут спортсмены весовой категории до 86 килограммов, до 74, 65 и завершат финальные поединки спортсмены весовой категории до 57 килограммов. Финальные поединки начнутся в 18 часов. Dear sportsmen and participants, we announce that all the final rounds will Ну be что ж, дорогие друзья,
красочная церемония открытия 7-го по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева подошла к своему концу и тем самым открывает наши замечательные соревнования. Согласитесь, это было очень и очень красиво и зрелищно. Ну что ж, дорогие друзья, как объявил диктор на арене, все финальные схватки у нас пройдут на ковре А. Ну и проанонсировать, да, давайте, следует, какие же у нас сегодня. Вот, сейчас мы предлагаем вашему вниманию самые яркие моменты нашего турнира, подготовленные нашей телевизионной группой. Ну и давайте вспомним. В весовой категории до 86 килограммов у нас золото разыграют Константин Пшеничников из Кемеровской области и Саграб Исаев из Дагестана. В весовой категории до 74 килограммов встретится Дмитрий Куприн, Кемеровская область, и Батардене Бембасурен, Монголия. В весе до 65 Муслим Сайтулаев, Чечня, и Курбан Шираев, Дагестан. Повторение финала турнира Ланы 2018 года нас с вами ждет в этой весовой категории. Но и в весе до 57 килограммов якутский финал Петр Копылов и Айсен Винокуров. Вот такие финалы нас ждут, но помимо, конечно, золотых финалов нас ждут и, конечно же, схватки за бронзовые медали турнира. И за всем этим будем следить мы, я Власий Сергеев, и заслуженный тренер России, судья международной категории экстра-класса Солдат Сергеевич Засеев. Ну и что скажем в преддверии самых главных ожидаемых наших схваток? Но, в принципе, все ожидалось, что вот эти ребята, которые вышли в финал за первое место, они должны были и выиграть полуфинальные встречи. Конечно, во всех весовых категориях будет очень красивая борьба, но, я думаю, слабых, проходимых встреч не будет. Потому что они все одинаковые по классу. И я думаю, украшением турнира, последний финал, будет два якутских борца. Потому что конкуренция большая. Оба имеют титулы и лидеры своей республики. Ну, а мы, я думаю, ожидаем, что не все, будем надеяться, чтобы иностранные борцы завоевали золотые медали. Но мне симпатизирует, конечно, 74 килограмм монгольский борец. Я думаю, самый яркий борец на всех финалах. Ну, такой более опытный по борьбе. Батардене Бембасурен. Да. Ну и, конечно, два дагестанца будут бороться. 61 килограмм и 65 килограмм. Там тоже будет у них хорошая схватка. Ну, а то, что за третье место, правильно, там может еще по накалу, еще может будет борьба по накалу. И это же, если в финале он борется, да, за первое-второе место, если он проиграл, он занимает второе место. За третье место, который выиграет, он победитель. Так что здесь тоже у них стимул такой есть, за третье место. Тем более призовой фонд хороший. И тут есть еще тренер сборной команды, смотрит уже по результатам тоже этого турнира, когда будет у них там первенство мира, первенство Европы, отборы. Они будут учитывать, как они здесь отборолись, как с иностранцами борются. Тут много факторов. Да, конечно, и действительно на этой стадии случайных людей быть не может вообще. Конечно, конечно. Ждем самой такой конкурентной борьбы во всех схватках. Даже приятно то, что два наших сибиряка борются в финале, кемеровские ребята, русские парни. И от них тоже мы ждем хороших результатов. В основном в финале борются дагестанцы, якутяне. И два иркутских должны составить тоже конкуренцию этим ребятам. Ну, действительно, очень хорошая и насыщенная программа вечерняя у нас стартовала. Итак, у нас, по всей видимости, начинают приглашать борцов, да? Да, все верно. Начинаются финальные поединки. И начнем мы с весовой категории до 86 килограммов. Выйдут на ковер
первыми. Батмагнай Нефтувшин, представитель Монголии, и Алексей Пархоменко, На Республика ковер Беларусь. приглашаются спортсмены весовой категории до 86 килограммов. Борьба за третье место. Радует то, что вот иностранцы, ребята, которые приехали сюда бороться, борются за медали. Это уже радует, потому что турнир оценивается, когда медали расходятся по многим Да, странам. когда медали разъезжаются по разным странам, да? Да. Ну, география нашего турнира, конечно, очень широка. 12 зарубежных стран и плюс 7 сборных команд субъектов Российской Федерации. Я думаю, вы видели, да, прекрасно, наши дорогие телезрители, на церемонии открытия. Этот парад, красочный парад, сколько же разных стран представлено на нашем турнире. Это, конечно же, очень здорово, это только украшает любые соревнования. Итак, мы видим то, что спортсмены уже готовятся выйти на ковер. Еще раз представим соперников по бронзовому финалу. Это у нас Батмагнай Нефтувшин, представитель Монголии, и его соперником будет Алексей Пархоменко из Республики Беларусь. Оба спортсмена 2001 года рождения. И прямо сейчас на ковре А, в прямом эфире, дорогие друзья, разыграется бронзовая медаль весовой категории до 86 килограммов. И самое главное, что в финале вот открывает арбитр, это Саха-Якутия, Тастыгин международной категории, и Соловьев, боковой судья, тоже Республики Саха-Якутия. Вот руководитель ковра Алексей Циренов, Москва. Ну что ж, представили всех, и борцов, и судей, представились сами. Давайте теперь с большим удовольствием наблюдать за этой бронзовым финалом. Представитель команды Монголии. Нет оценки. Об этом захвате вышли за ковер. Бронзовый призер международного Батмагнай Нефтувшин проиграл на стадии 1/4 финала Константину Пшеничникову, который будет бороться за золото. В борьбе 7 лет. Тренер Мондултах. Ну и, кстати, вот Пархоменко в полуфинале проиграл Пшеничникову. Беларуси Алексей Пархоменко. А молодой парень очень хорошую борьбу показал. Андрея Космынина. В этом весе он самый молодой. 86 килограмм, хорошую борьбу показал, качественный. Будем надеяться, что и здесь за третье место он покажет хорошую борьбу. Монгольские борцы хорошо выступают, много борются за медали. Особенно сегодня у них тоже такие схватки были хорошие. Ну и как видим, да, вот представитель Монголии оспаривает бронзу. Да. Сегодня в рамках вечерней программы нас ждут исключительно финальные схватки. Ну и завтра у нас с 11 начинается программа третьего дня турнира. И там утешительные встречи будут в весовых категориях 61, 70, 79, 92, 125 килограммов. 2 балла зарабатывает монгольский борец. Ну а после перерыва в 2 часа у нас уже начнутся финальные встречи. Но это завтра. Знаете, вот единственная республика, вот Саха-Якутия, вот, где проводят 2 международных турнира, очень много иностранных борцов возят медали отсюда. На Кавказе много турниров проводят. Там практически иностранцы, у них даже шансов не бывает выиграть медаль. И поэтому сюда они ездят, к нам, в Якутию. Ну вот, тем временем мы видим Пархоменко. Взял 2 балла. Ну да, рабочий 2 балла взял. И 23 секунды остается в первом периоде. У нас, по-моему, один белорус только борется за третье место. Да. Да.
единственный представитель своей страны вот, в финальной части сегодняшнего соревновательного дня. Ну, попасть в малый финал в таком турнире, это уже престижно. Да, безусловно. Завершился первый период, и спортсмены идут восстанавливать силы. Сейчас у нас будет возможность увидеть повторы. Но я думаю, болельщики больше будут болеть за белорусского борца, потому что в Беларуси много ребят с республики Саха-Якутия борются за Беларусь. У них ближе знакомство с белорусами. Ну, пока что не особо чувствуется, да, вот кого же все-таки больше поддерживает собравшаяся публика в Центре спортивной подготовки «Триумф». Ну, много людей, кстати, собралось, да, как и ожидалось. Почти полный зал, Да. эта трибуна вся заполнена. Ну, болельщики любят красивую борьбу, им без разницы, хоть откуда спортсмен лишь бы красивую борьбу показывал. Конечно. Активно работает монгольский борец, и не получилось вытолкнуть за пределы ковра своего соперника. Борьбу за третье место ведут спортсмены. Счет Весовой по-прежнему категории 2-2. до 86 килограммов. И 1 балл. 1 балл До заработан. 18 лет. В красном трико представитель команды Монголии. Батмагнай Энхуш. Край ковра монгольские борцы лучше чувствуют себя, потому что у них сильно развито сумо. Они, я думаю, у них на тренировках присутствует это движение, выталкивание за ковер. Бронзовый призер международного Ну вот, турнира в подтверждение вашим словам, Салтан Сергеевич. 2018 Так. года. Его соперник в синем трико Алексей Пархоменко. Счет на табло у нас 3-3 становится, и челлендж. Но выкинем челлендж. Есть в правилах, если без контакта выталкивать за ковер, это не считает, нету балла, не должно быть балла. Андрей Космин. Вот что сейчас они посмотрят, что вынесут судьи. Ну вот у нас повтор есть. Ну, Аркадий Достыгин, он очень да нет, тут атака идет, тут 2 балла есть, тут разговор нет, тут атака идет, 2 ноги. Нет, выбросили монголы, они просят 2 балла. 2 балла не просят. Аркадий правильно оценил 1 балл. Действие закончилось за ковер, не знаю, может после свистка нам отсюда не слышно. Ну и судьи продолжают смотреть видеозапись в замедленном действии. Да, монголы просят 2 балла. 1 балл. Правильно оценил Аркадий Достыгин, еще проиграл. К тому же еще 1 балл проиграл. Да. И что у нас счет изменился? 4-3 становится счет в Пользу белоруса. пользу Пархоменко, да. И иногда тренеры ошибаются. Ну, здорово. 2 балла берет Ехтумшин. И 1 балл проигрывает. Да. Счет сравнялся, да, должно быть у них. Да. По 5. Ну, очень напряженная борьба, да, идет. Да. Финал есть финал. Пусть и бронзовый, но это финал. Конечно, это за медаль борются. Да. За первое, второе там уже медаль в кармане. В любом случае, проиграешь, А выиграешь. тут можно остаться ни с чем, да? Да. Я почему и говорю, что это иногда бывает по напряжению это за 3-е место, по накалу. Ну что, собственно, мы и видим. 2 балла записывает свой актив монгольский спортсмен. И челлендж снова. Тут на рассмотрение, как делегат примет решение. Можно 1 балл дать, можно 2 балла дать. Потому что обоим на зухатель одинаково.
Уважаемые любители вольной борьбы, Ну и давайте посмотрим в повтор. нашем зале присутствует Атаковал монгол, вице-президент Федерации контрприем спортивной делал борьбы синий. Республики Саха-Якутия, народный депутат Республики Ну, Саха-Якутия, Салтан Сергеевич, в данной заслуженный ситуации как мастер бы спорта вы... России, Монгольский двукратный борец атаковал, чемпион мира, синий победитель делал европейских контрприем. игр, Вот там сложная двукратный ситуация. обладатель Кубка мира, Я думаю, одним баллом шестикратный обойдутся. чемпион России Виктор Николаевич Один Лебедев. балл дали красному. Да, Но это справедливо. Арбитр 2 балла дал, а тут просмотрели, потому что контрприем у нас тоже есть, считается. да, мы видим глава республики Асен Сергеевич Николаев присутствует, рядом с ним наш прославленный борец Виктор Лебедев, двукратный чемпион мира. Сегодня у нас звезды мирового спорта, да, очень много людей с большой буквы присутствуют на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Итак, 6-5 в пользу представителя сборной команды Монголии. И остается чуть больше 40 секунд. Ну, не хватает чуть-чуть белорусскому борцу. Ну, проиграл 2 балла. Это, как говорят, провалился. Край ковра. Ну, вновь видим челлендж. Опять челлендж. Нам отсюда не видно, был выход, не было выхода. Но это многовато для арбитра. 2 челленджа в одной схватке. В настоящий момент на табло Не у 2, нас 3 челленджа. за одну схватку, да. Да. На данный момент на табло у нас горит 8-5. И 21 секунда до конца встречи. Давайте дождемся решения представителей судейской коллегии и посмотрим повтор в это время. Ну, был выход, не был. Вот нам не видно было. Вот. Запись такая, видимо. Там-то у них виднее. Ну, да, есть решение. Да, правильная оценка была. 9-5. Это уже победа. Смотрит на табло Пархоменко и всеми силами идет вперед. Да, надо выкладываться полностью. Все равно встречу проигрываешь. Да, ну и под занавес, да, схватки взял 2 балла. Но этого недостаточно. Да, 9-7, 9-7 и победу празднует у нас Батмагнай Ингтумшин. Представитель сборной команды Монголии. Он становится бронзовым призером 7-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Итак, борьба за 3-е место. Знаете, вот такие моменты, вот до 86 килограмм. Беларусь проигрывал. Он ему монгольский спортсмен дал ему шанс. Отдал 2 балла, остается 10 секунд. Ну выложись, ну сделай прием, все равно ты проигрываешь. Рисковать надо. Ну, они еще молодые, может, еще до них не доходит. Да, как говорится, все приходит с опытом, да? С опытом, да. Ну и дальше нас ждет также бронзовый финал этой весовой категории, малый финал. В весе до 86 килограммов у нас встретится представитель Молдовы и... нет, вот как раз-таки и белорус еще один выйдет на ковер. У них да. еще шанс есть тогда у белорусов. Медаль сегодня Да. завоевать. Ну и для любителей спорта хотелось бы отметить то, что, вернее, хотелось бы пригласить всех в Центр спортивной подготовки «Триумф». У нас сегодня 12 схваток. И во всех схватках будут разыгрываться медали. Атмосфера внутри «Триумфа» просто замечательная. И нас ждет очень интересный вечер. Итак, следующая пара малого финала.
Ярослав Ятковский первым выходит на ковер. Он представляет команду сборной Беларуси. И его соперник из Молдовы Иван Неделко. Ну что ж, посмотрим, сможет ли команда сборной Беларуси со второй попытки, сможет ли, да, вот записать в свой актив медаль. Борьбу за третье место весовой категории до 86 Ну и молдаван килограммов. тоже нету. Единственный борец борется за медаль. Красный представитель команды Молдовы Иван Неделко. Ивану 19 лет, студент лицея спорта города Камрана, мастер спорта. Борьбой занимается Итак, 8 лет Иван под Неделко руководством заслуженного тренера успешно сейчас проводит это действие, получает 2 балла, выходит вперед в этой встрече. Его соперник в синем трико, представитель команды Беларуси. Арбитр поднимает борцов. Латковский. Да, кстати, арбитром работает Дмитрий Дмитрий Лигер. Каспынин. Судья международной категории только что получил это звание. Тоже Республика Саха-Якутия. И боковой судья Петр Чешкин, Амурская область. Нам руководителя, правда, не видно за камерами. Но основной-то они решают судьбу спортсменов. Чуть больше минуты отборолись спортсмены. И Иван Неделко раз за разом вот идет вперед, да, активно. Ну, он такой Идет. сбитый. Крепыш, может, как говорят. Да. Уверенно приемы делает. Ну, мы видели, да, то, что Дмитрий Лигер показал 1 балл. Нет, там как они оценили? 1 балл? Да, 1 балл. 3-0 становится счет. Ну, Иван Неделко вот постоянно держит напряжение, да, своего соперника. Ну Вот да, сейчас активную борьбу показывает. Он хозяин, чувствует себя хозяином на ковре. Молодой парень, белорусский. Ну, да, правильно ценил. — 4-0. Дима Лигер у нас уже 2 чемпионата России судил. И даже доверяли ему за 3-е место. Так что он уверенно себя чувствует на ковре как арбитр. — 35 секунд остается бороться в первом периоде. И еще 1 балл записывает Иван. Постоянно атакует молдавский спортсмен. Ну, да, предпочтительнее смотрится, по крайней мере, в первом периоде. Иван Неделко из Молдовы. Ну, тут уже не успеет, да? Да. Да. Завершается первый период. 5-0. Впереди Иван Неделко. Представитель команды Молдовы Иван Неделко. Ивану 19 Ну и через, получается, 3 минуты уже мы узнаем хозяина второй бронзовой медали в этой весовой категории. 8 лет. Ну и давайте напомним, что в финале встретится Константин Пшеничников из Кемеровской области и Саграб Исаев из Дагестана. Тренер сборной Беларуси жестко с ним разговаривает в перерыве. Может, он сейчас включится в борьбу. Ярослав Латковский. Ну, практически ни одно движение не сделал белорусский борец за 3 минуты. Андрея Каспынина. Ярослав Латковский.
Ну, для того, чтобы переломить ход встречи, попытаться отыграться в счете, да, у представителя сборной команды Беларуси есть 2 минуты и 47 секунд. Попытался пройти в ноги. В современной борьбе 5-0 это еще не победа. Сбил партию, 2 наката, и ты уже впереди. Да, учитывая, сколько времени еще, да, да. бороться. Тем более за все оценки даются 2 балла. Ну, белорусский борец слабее, конечно, своего оппонента. Еще 2 балла. Да, счет становится 7-0 в пользу борца из Молдовы. По ходу встречи Ивана продолжает медленно и верно укреплять свое преимущество. И за 2 минуты до конца этой схватки со счетом 7-0 ведет Иван. И атакует. Да. Хотя для него сейчас 7-0 это уже победа при такой борьбе. Если все продолжится в таком же духе, да? Ну да. Ну вот, видите. А вот, да. Одна атака и уже есть результативная оценка. Да, 1 балл записывает свой актив Ятковский. И меньше, чуть больше минуты остается. Еще очередная попытка Ятковского. Ну, надо 2 балла брать, и там уже, может, по-другому борьба пойдет. Много сил дали, отдали. Да. Надо сбить. И сейчас накат, накати, и победа. Да, 3-7 уже становится счет, и получится ли развить успех? Нет. Пока что нет. 38 секунд до конца схватки. Ну, Иван Неделко устал, да? Да, да. Нет, там ничего не было. Ничего не было. На табло у нас счет 7-3. И остается там 13 секунд. Вот что ему мешало вот так бороться? Раньше начать, да? Да. Мы видим, как выложились. Да. Борцы оставили очень много энергии и сил на ковре, и трибуны Триумфа благодарят их за это, за это зрелище. Килограммов. Бронзовым призером становится... Ну и Иван Неделко. Иван Неделко. Бронзовый призер турнира. Уводит он медаль бронзового отлива
Молдову. Поздравляем Ивана. И ну а что касается вот команды Беларуси, да, 2 малых финала, но и, к сожалению, без медали остались. Иван с чувством выполненного долга отправляется отдыхать. И в скором времени мы как Ивана Недялка, так и Батмагна Ехтупшина увидим на пьедестале почета, где будем их чествовать и еще раз поздравлять с бронзовым успехом. Ну и режиссер телетрансляции предлагает вашему вниманию повторы второго периода этой схватки. Россия. Боковой судья Кирилл Азатов. Россия. Вот такая вязкая борьба будет сейчас. Они одинаковые оба. Да, и главная схватка этой весовой категории. Золото оспаривает Константин Пшеничников из Кемеровской области и Саграб Исаев, представляющий Дагестан. Обоим спортсменам по 19 лет. Борьбу за первое место весовой категории до 86 килограммов ведут 19-летние спортсмены. В красном трико Константин Пшеничников. Получится ли у Исаева взять свои баллы? Да. Есть 2 балла. Саграб Исаев в полуфинале одержал верх над Ярославом Ятковским, которого мы видели ранее. В 1/4 вот, встретился, да, вот с 2 бронзовыми финалистами. В 1/4 Исаев одолел Ивана Недялка. Квалификация был свободен. Константин Пшеничников из Кемеровской области в полуфинале оказался сильнее Алексея Пархоменко, еще одного бронзового финалиста, и Батмагна Ехтупшина. Мастер спорта тренируется под руководством Магомеда Гусейнова. Саграб Исаев, победитель первенства Исаев России школа 2018 года, чемпион Дагестана Умаханова. 2019 года. Саграб Исаев. Ну, поопытнее Исаев был. Ну, Пшеничников очень такой вязкий. Он был победителем первенства России по юношам. Пшеничников. А вот синего борца я первый раз вижу, я не знаю, не видел его на соревнованиях. Ну, дагестанская школа все равно есть дагестанская школа. Порядка 30 секунд остается до конца первого периода. И счет у нас пока что 2-1 в пользу Исаева. Сравнял. Ну, болельщики болеют за кемеровского борца, можно сказать, за земляка. Но он более свеже выглядит, Пшеничников. Если он хороший темп даст, то он, конечно, будет поактивнее. Завершается первый период. Ну и Салтан Сергеевич, как же будет, по вашему мнению, проходить схватка между этими борцами во втором периоде? А вот такая же вязкая борьба будет. Так. Если Пшеничников прибавит, он выиграет встречу. Если он также будет бороться против вот там, так, 50 на 50. Но посвежее выглядит Пшеничников. Ну и спортсмены приглашаются к центру ковра. Нас с вами ждут последние 3 минуты
финала весовой категории до 86 килограммов. В душе-то я болею за Пшеничникова, потому что он ближе к нам. Итак, Константин Пшеничников, Кемеровская область, и Саграб Исаев, Дагестан. Вот обменялись, да, атаками, и сейчас вот Пшеничников шел вперед, но, как видим, не удалось завоевать. Вот он сейчас пассивность получит. Но 2 балла записывает свой актив. мне кажется, здесь ясно. Пшеничников выиграет встречу. Килограммов ведут в красном трико Константин Давно в Кемерово не было таких Россия, ребят хороших. между Вот сейчас они появились. Очень хорошие Константин ребята. Пшеничников, 74 в финале будет училище бороться Олимпийского Кемерово. резерва, мастер спорта, борьбой занимается 9 лет. Синий поплыл Тренируется уже. под руководством Сергея Мартюковского. Константин Лишь бы не Пшеничников, провалился красный Пшеничников. победитель 6-х международных спортивных игр «Дети Азии». А, он, кстати, у нас Дети Азии выиграл. Всероссийского турнира по вольной борьбе среди юниоров памяти Владимира Гусева. Его соперник в синем 4-2 в пользу Константина Пшеничникова. Саграб Исаев, Сейчас Исаев выжидает, чтобы поймать его. представляет училище Олимпийского Да, обращаем Он уже внимание, не так активно борется. под руководством Магомеда Хусейнова. 1,5 минуты остается. Саграб Исаев, победитель первенства России 2000. Так свободно 2 балла дает. Чемпион Дагестана 6-2. 2019 года. Не, партия ничего не сделает. Ему надо поактивнее. Вот, напирать на него. Мы видели, да, в каком напряжении тренеры. Я уверен, что каждый присутствующий в зале сейчас, и вы, дорогие телезрители, сейчас также в напряжении, в ожидании развязки этой схватки. Через 45 секунд мы узнаем имя первого обладателя золотой медали, первого золотого медалиста 7-го турнира в памяти Романа Дмитриева. 1 балл. Нет, Пшеничников уже не даст встречу. Исаев поплыл уже в конце первого периода, уже поплыл. Его хватало на 2 атаки и все. Остается слишком мало времени, чтобы на что-то надеяться. Там вариантов уже нету. Завершается схватка со счетом 7-2. Победу одержал Константин Пшеничников. Победитель весовой категории до 86 килограммов Константин Пшеничников. Россия. Междуреченск. Он как будто и не боролся, не устал. Сохранил, определенный запас энергии. Ну, Борьба за принимает третье поздравления место Константин. весовой категории до 74 килограммов. Он Приглашаются становится обладателем золотой медали этой весовой категории. И давайте напомним обладателей наград бронзового отлива: Иван Нетялко из Молдовы и Батмагнай Ехтушин из Монголии. Mangkush, Russia. Вот эту вот замечательную Russia, please welcome. троицу вместе с Иваном Саграбом Исаевым, конечно же, серебряным призером, мы в скором времени увидим на пьедестале почета. Ну, мы идем дальше. Это уже весовая категория до 74 килограммов. Ринчен Мангуш, Тыва и Адам Юсупов. Адам Юсупов, если не ошибаюсь. Санкт-Петербург. Да, представлял Санкт-Петербург.
И у нас разыгрывается первая бронза весовой категории до 74 килограммов. В борьбу за третье место в весовой категории до 74 килограммов ведут представитель команды России Ринчен Моднуш в красном трико. Ринчену 20 Адам лет, Юсупов на стадии представитель полуфинала Олимпийского проиграл резерва Красноярска. Дмитрию Кандидат в мастера Куприну спорта борьбой из занимается Кемеровской области, 5 который лет будет под руководством оспаривать мастера золотую спорта медаль. международного класса Виталия Кудрявцева. Его соперник в синем трико представитель команды России Санкт-Петербурга Адам Юсупов. Адаму 19 Арбитр призывает к более лет. активным Студент действиям. Санкт-Петербургского училища Олимпийского резерва, мастер спорта России, борьбой занимается 7 лет под руководством Александра Чураева, Гери Манаева, Александра Матвеева. Адам Юсупов, бронзовый призер мемориала Романа Дмитриева 2018 Сегодня вот вечерняя программа, которая состоит исключительно из финальных встреч, да, как вы поняли уже, дорогие друзья. Она продлится примерно до 8 вечера. Что касается завтрашнего заключительного дня турнира, соревновательная программа стартует в 11 часов и продолжится она с 2 часов, где уже будут финальные встречи. Кстати говоря, о финальных встречах, да, по итогам сегодняшнего соревновательного дня, по итогам утренней программы, завтрашние финалы, пробились два представителя школы якутской борьбы. Это Константин Капрунов, который будет оспаривать золотую медаль с Ибрагимом Абдурахмановым из Дагестана, весовая категория до 61 килограмма, а также Петр Кириллин, выступающий в весе до 70 килограммов. Он в финале встретится с Рамазаном Якубовым из Красноярского края. Ну и сегодня, конечно, мы увидим представителей сборной команды Якутии. Нас даже ждет якутский финал в весе до 57 килограммов. Ну, все по порядку, да? Конечно. Здесь, наверное, так и будет борьба идти в них. Кто активнее будет, тот и выиграет. Никто не рискует. Осторожно подошли к этой схватке. Ну, более уверенно парень в синем трико себя чувствует на ковре. Он и опытный, он же боролся на этом турнире в прошлом году. Да, не хватило, да, времени для того, Да. чтобы извлечь выгоду из этой ситуации. Борьбу за третье И место весовой счет остается категории прежним до 1-0. 74 Спортсмены идут килограмма ведут в восстанавливать красном силы, трико получать представитель наставки. команды России Тывы Ринчен Моднуш. Ну да, такую атаку сделать, столько вложить в эту атаку и не взять балл. Видно, что последний секунд табло со всех сторон видно. Ну, нету опыта такого еще, чтобы контролировать это все. Виталия Кудрявцева. Его соперник в синем трико представитель команды России Итак, второй период, дорогие друзья. Ринчен Мангуш и Адам Юсупов. Бронзовая медаль разыгрывается в весовой категории до 74 килограммов. 7 лет под руководством Александра Чураева, Гири Манаева, Александра Матвеева. Адам Юсупов, бронзовый призер мемориала Романа Дмитриева 2018. Арбитр на ковре Александр Виллисов, Москва, международной категории. И боковой у нас Юрий Дарычев, Владивосток. Тоже международной категории. Опытные судьи. Я вижу на финалы, за третье место опытные судьи все выходят. Судьи. Это правильно. Да, обычная практика во всех видах спорта, да? Да. Сейчас красному еще дадут 30 секунд активной борьбы. Монгуш такой цепкий, он и как сидит в таком положении.
2 балла. Да, 2 балла Юсупов. И еще 2 балла. 5-0 становится счет. И 1,5 минуты остается. Ну, Юсупов повторит свой успех прошлогодний. На этом же турнире он был 3-м бронзовым призером. Итак, у нас счет 5-0. И остается бороться ровно минуту. Тувинские борцы, они до конца борются. У них что есть хорошее, вот они вот до конца проигрывают, выигрывают, и до конца не борются. Характерная черта, да, вот Да. тувинских борцов. Они выносливые. Почти все фактурные, выносливые. Но это техничный Юсупов. 7-0. Это уже победа 7-0. Да, остается-то меньше 20 секунд. Видим, что Юсупов, да, что Монгуш подустали. Вот сегодня утром было совещание судей. Ну, вчера по первому дню, как боролись. Ну, я подошел, тоже им замечание сделал арбитрам. Ну, мне слово дали. Боятся 5 баллов давать. Есть бросок с амплитудой. И да, если 5 баллов для зрителей, чтобы зрители удовольствие получали. становится Адам Юсупов, Россия. The bronze medalist. И эти аплодисменты звучат для Адама Юсупова, который становится бронзовым призером нашего турнира весовой категории до 74 килограммов. Вот за дня Борьба соревнований за 3-е место. я только видел один раз только 5 Весовой баллов дали. категории до Все. 74 килограмм. И то опытный арбитр Приглашается судил. А эти все Эмиль боятся. Шеннон, Дают 4 балла с Соединенные амплитудой. Штаты Америки. Монгол 2 ноги прошел, Адилхан раскрутил на опасное Амирхановый, положение, дают 4 Казахстан. балла. Ну, как такое, да. Я там сидел, зрители просят 5 баллов, а арбитр до него не доходит. Мы же борьбу в основном тоже делаем для зрителей, чтобы зрители удовольствие получали. Американец, да? Да, представитель Соединенных Штатов Америки Киргиз. Эмиль Шеннон. Ну и мы по ходу этой встречи, конечно же, поговорим еще и о команде сборной США, которая участвует на турнире памяти Романа Дмитриева впервые, прилетела в составе 7 человек. 7 спортсменов, привезла, имеется в виду 7 спортсменов в Якутске и, конечно же, тренерский штаб. Ну и соперник американца Адилхан Амирханули, представитель Казахстана. Ну, я думаю, на следующий год американцы тоже приедут, им, наверное, понравился, как здесь проводят. Соревнования вот в Якутии. Для них это дико, они в таких условиях никогда не проводят там турниры свои международные, кроме чемпионата мира. На пол расстелили, раскатали ковры. Все. Ну, если сейчас вот еще и Борьбу за Шеннон 3-е место завоюет весовой еще и бронзовые категории медали, до впечатление еще лучше 74 будет. килограммов. Я много раз был в Идут Америке, в красном вот на трико турнирах везде. представитель Финальная схватка отборолась, Соединенных повесили Штатов медаль, Америки дали Эмиль Шеннон. кружку какую-то и все. Спортсмен Нету там 19 награждений такого нет, лет. как мы делаем Тренируется здесь. под руководством Открытий Эдна вообще у них нету. Джексона. Эмиль Какой-нибудь Шеннон, придет там победитель вице-губернатор, международного 2 слова скажет и турнира все. 2019 Соревнования остановили, года.
5 минут, он сказал Его там приветственные соперник слова, и все на этом Синего. заканчивается. Представитель Казахстана Адилхан Амирханулы. Спортсмену 19 Ну, иначе лет. подходят, да, к организации именно в Представляет этом плане. колледж спорта города Астаны, Ну, надо, чтобы они кандидат медали мастера заработали. спорта. Тренируется под руководством Сборная Аяна команда Бейсенбаева. США прилетела Борьбой вместе занимается с их 7 тренером. лет. Выступает она под руководством Кевина Джексона, олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира. 7 борцов привезли американцы в Якутск. И вот один из них как раз-таки Эмиль Шеннон имеет возможность стать бронзовым призером. А у них уже есть третье место, 97 килограмм, который травмировался. Да. К сожалению, вот, да, которого Чемпион, которого не повелитель мира. увидели вчера в заключительной схватке в вечерней программе. 2 балла. Вчера с Джексоном разговаривали, в фойе стояли. Это его инициатива была, чтобы их вызвали сюда, на этот турнир. Он говорит, я люблю Россию, люблю ездить, как здесь проводят соревнования и борьбу, ну, пробороться и получить большой опыт. Я думаю, если он, по-моему, за юниоров отвечает в сборной Америки, будет приезжать нам. Ну, у них, конечно, основная цель — это первенство мира, вот юниоры. Они там очень хорошо выступают. Вот уже американский борец ведет 2-0. Еще 1 балл. 3-0 счет становится. И получается, за 30 секунд до конца первого периода. Вчера Монголу проиграл этот американский борец в полуфинале. Такая напряженная встреча была у них. Завершается первый период при счете 3-0 в пользу Шеннона. И Амирханули нужно будет, да, что-то придумать во втором периоде. Ну да. Он этот американский борец, он победитель первенства мира по кадетам. Да, все верно. Ну и вот то, о чем вы говорили, да, насчет разговора с Джексоном. Так это замечательно же, если каждый год будут приезжать американцы. Думаю, всем будет интересно побороться. Они живут в Триумфе, говорят, отличные условия, вообще на улицу не выходи, все. И зал тренировочный, арена, где они борются. То есть остались довольными, да? Да, и зрителей много, вот, болеют. Говорят, вчера наши выигрывают, и зрители им хлопают. Видимо, ожидали того, что Да. против них будут болеть, да? Да. Они не понимают, что болельщики болеют за красивую борьбу, за хорошую борьбу. Якут всегда будет рад Да. американцам и всем другим странам. Борьба не в политике. Да. Самые дружные — это борцы. Пока не получается, да, у Амирханули изменить счет. Ну, он не простой борец, американец. Было бы все так просто, да? Да. Сегодня было приятно, глава республики объявил, что 2 якутянина будут бороться на Кубке мира. Это вообще хорошо. Да, это, конечно,
Потрясающая новость. Ну и представили, да, всем присутствующим Кубок мира, который разыграется у нас уже на следующих выходных в Центре спортивной подготовки «Триумф». И кубок был вручен главе Республики Осетия Николаеву. И Ну, такого я не видел. Я в Владикавказе был Кубок мира в Москве. Такого я не видел, чтобы вот так вручали кубок. Это впервые. ну, очень красивый трофей, массивный. Да, мы уже не раз отмечали, что в Якутске, ну, по всей республике у нас идет месячник вольной борьбы, множество соревнований по этому замечательному виду спорта проходит в этом месяце. И после турнира памяти Романа Дмитриева уже на следующих выходных будет Кубок мира, конечно же, главное событие, не только месяца, конечно же. Потом нас ждет еще и чемпионат республики. Турнир Павла Пенигина. Да, еще, конечно же, всероссийский турнир Павла Павловича Пенигина. Да, уже угрожающий счет. 3-2. 3-2. Вот под конец здорово включился Амир Ханули, и 15 секунд еще остается. Напряженная развязка. Последние секунды. Нет, 3-2. 3-2, дорогие друзья. И победителем становится Эмиль Шеннон, представитель сборной команды Соединенных Штатов Америки. И именно вот этот молодой человек из Штатов будет стоять рядом с Садамом Юсуповым на третьей ступени пьедестала почета весовой категории до 74 килограммов. До 74 килограммов. Борьба за первое место. Принимает поздравления от своего тренера Эмиль Шеннон. Россия. Батердене Бямбасурен. Монголия. Ну и мы можем сейчас посмотреть повторы. Ну, самый яркий в этом весе вот монгольский борец. Которого мы сейчас увидим в золотом финале. Да. Руководитель ковра Алексей Базулин, Россия. Арбитр. Ну что ж, вот двух бронзовых призеров мы выявили. И остается выявить триумфатора этой весовой категории. Позади множество схваток. И вот главная встреча в этой весовой категории. Дмитрий Куприн и Батердене Бямбасурен. Ну, я сегодня с тренером разговаривал, Куприна. Вялая борьба была в полуфинале. Говорит, у него температура 38, говорит, была. В полуфинале, когда он боролся. Мушаж восстановился, но он такой чувствительный. Очень хороший парень растет. Но я думаю, тут фаворитом монгол будет в этой встрече. Куприн на контратаках хорошо работает. Только борец раскрылся, сразу он проходит в ноги, делает действия. Дмитрий Куприн в полуфинале оказался сильнее Адама Юсупова из Санкт-Петербурга. В 1/4 выиграл Иричина Мангуша из Тывы. Мы этих борцов уже видели. Что касается Батердене Бямбасурена, в полуфинале он одолел Адилхана Амир Ханули. И в 1/4 выиграл у Эмиля Шеннона. Ленинска-Кузнецкого, кандидат в мастера спорта.
Борьбой занимается Ну и тем более помним, да, вот Батардене руководством Бьямбасурен, заслуженного тренера России когда вот с Сергея казахом Мордюкова. Садилханом Его Амирханули встречался, соперник стремительную сильный победу игрок, держал, за представитель 55 команды секунд Монголии оформил Батардене досрочную Бьямбасурен. победу. Батардене 19 лет. Борьбой занимается 6 лет под руководством Батсайхана Какой чувствительный Куприн. Батардене Бьямбасурен, двукратный победитель первенства Монголии 2015-2016 годов. 1 балл получает Серебряный Куприн призер первенства Азии активную борьбу 30 2018 секунд. года. Бронзовый призер первенства мира 2018 года. Бронзовый призер Победитель первенства мира. международного турнира в Нью-Йорке 2018 года. Батардене Бьямбасурен, Монголия. Ну, в настоящий момент в активе Куприна 1 балл. И 30 секунд остается до конца первого периода. Ну, Куприну надо будет второй период поактивнее бороться. Дадут другую сторону 30 секунд, и там уже преимущество будет у монгольского борца. Ждем старта второго периода, по итогам которого будет выявлен обладатель золотой медали, награды высшей пробы весовой категории до 74 килограммов. В красном трико представитель команды России Дмитрий Куприн. Дмитрию 18 лет, кандидат в мастера спорта. Его соперник в синем трико представитель команды Монголии. Так, второй период. Куприн Батардене Бьямбасурен. Батардене 19 лет, мастер спорта. Борьбой занимается 6 лет. Ну и сейчас, да, посмотрим, насколько будет активен Куприн. Да. Куприну надо сейчас поактивнее бороться, чтобы не дали 30 секунд. Чтобы он не получил 30 секунд. Ну, Куприн, он борец такой, он на контратаках все идет. Монгол, видимо, видел его встречи, так видите, не рискует пока. Вот. Да, Сейчас. то, о чем вы говорили. Да. Как раз. Теперь, если в течение 30 секунд Куприн... А нет, 30 секунд еще не дали. Замечание. Ага. Ну, сейчас дадут 30 секунд. Дали, да, 30 секунд было. Сейчас. Да, и теперь уже... Ох ты! 2 балла еще записывает. Поверх 1 балла, который получил ранее Бьямбасурен. Он дождался, когда ему 1 балл дали, и атаку сделал. Он физически сильный, конечно, монгольский спортсмен. Ничего страшного, надо 2 балла брать Куприну. Время еще есть. Ну и 40 секунд остается до конца этой встречи. На кону золото весовой категории до 74 килограммов. И посмотрим, как проведет последние полминуты Куприн.
И как будет действовать, конечно же, Бемба Суре. Здорово. Все, победа в кармане. Да. 2 балла получает за эту атаку Куприн. И уже по качеству теперь он ведет. И у нас на табло 6 секунд. Последние секунды. По завершении поединка весовой категории до 74 килограммов состоится... Да, со счетом 5-3. Тактически обыграл. Весовой категории до 97 и 86 килограммов. Поздравления принимает Дмитрий Куприн. Он становится обладателем золотой медали весовой категории до 74 килограммов. Ну, да, просто великолепная, да, у нас концовка получилась. Да. Монгол рано успокоился. Да. Вот, представляете, у одного тренера 2 чемпиона подряд. Отличный финал получился. Да. Два балла еще не победа по этим правилам. Одна атака и... Итак, у нас выявлены победитель и призеры уже 2 весовых категорий, а именно до 86 и до 74 килограммов. И впереди нас в рамках вечерней программы 2-го соревновательного дня ждут также финальные поединки в весовых категориях до 65 и 57 килограммов. Начинается торжественная церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 97 килограммов. Да, сейчас, дорогие друзья, начинается церемония награждения Для проведения церемонии награждения победителей и призеров до 97 килограммов. Ну а мы вернемся, дорогие друзья, после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами. The Minister of Physical Culture and Sport of the Republic of Sakha-Yakutia, Mr. Innokenty Grigoriev. Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Владимирович Иваницкий. Olympic champion, the merited master of sports of the USSR, Mr. Alexander Ivanitsky. Молдова. The bronze medalist is Ivan Nedyalko, Moldova. Дорогие друзья, мы снова возобновляем нашу прямую трансляцию с Центра спортивной подготовки «Триумф». И прямо сейчас у нас идет чествование победителя и призера весовой категории до 86 килограммов. Ранее уже были награждены представители весовой категории до 97. И сейчас перед вами обладатель серебряной медали Саграб Исаев. Ну и триумфатор этой весовой категории Константин Пшеничников, представитель России, Кемеровская область, а если быть еще точнее, город Междуреченск. Ну и бронзовые медалисты. Это Иван Недялко из Молдовы и Батмагнай Янстувшин, представитель Монголии. Ведущая четверка этой весовой категории. Ну и давайте напомним еще раз и о победителей и призерах предыдущей весовой категории. Награждение еще прошло вот ранее. В весе до 97 у нас тройка выглядит следующим образом. Дэниел Квирфлет, Соединенные Штаты Америки. Серебро у Николая Арутюняна из Армении. И победителем стал Адам Хаджи Петербиев из Чечни. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас состязания у нас продолжатся. И мы приступим к просмотру
встреч в весовой категории до 65 килограммов. Как и полагается, начнем с весовых категорий, не с весовых, конечно, а с малых финалов. Карол Якуб Гжегош из Польши будет оспаривать право взойти на третью ступень пьедестала почета с Алексеем Даниловым. Карл Чегус, Польша. Алексей Данилов, Россия. Приглашаются спортсмены на ковер. Алексей Данилов в полуфинале уступил Муслиму Сайдулаеву, которого мы увидим в финале. И нас с вами ждет повторение в этой весовой категории, ждет повторение финала международного турнира Аланы, где встретится Муслим Сайдулаев, как вы поняли, и Курбан Шираев. Ну, а сейчас мы давайте посмотрим за ходом малого финала. Карол Гжегош, Польша. Алексей Данилов, Россия, Якутия. Данилов вообще молодец. Вчера болгарину проиграл 8-0. И так хорошо провел прием, бросок, положил его. И достойно сегодня борется за третье место. Борьбу за третье место Ну и, весовой конечно, категории до 60 местные болельщики, килограммов собравшиеся на трибунах Центра спортивной подготовки «Триумф», будут горячо поддерживать своего борца. Представитель команды Польши. Карл Чегус, студент. Борьбой занимается 11 лет. Карл Чегус, победитель первенства Польши. У нас после весовой категории до 65 килограммов у нас стартует состязание заключительной стадии, финалы в весе до 57. Так что впереди еще много очень интересных схваток, дорогие друзья. Ну да. И 65 финал будет очень интересный. Один балл присуждается к Гжегошу. «40 секунд остается бороться в первом периоде. Данилов сейчас ведет борьбу с представителем одной из зарубежных команд. Всего на нашем турнире представлено 12 зарубежных команд и 7 сборных команд округов Российской Федерации. Всего более 150 участников. Вот такие вот цифры, связанные с 7-м международным турниром по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Завершился у нас первый период, и еще 2-0 в пользу польского борца. У них только идет разведка. Ни одно действие не сделал. Ни тот, ни красный борец, ни синий. Все оставили на второй период. Да. Я думаю, сейчас наш борец включится. Дома выиграть медаль, это престижно. Тем более болельщики ждут.
безусловно. Ну и давайте внимательно следить и ждать, что же нам приготовили спортсмены, что они нам предложат во втором периоде. На кону бронзовая медаль весовой категории до 65 килограммов. Так. Ну, арбитр ошибся. При атаке остановил встречу. Ну и трибуны, да, сразу выразили свое недовольство, а сейчас уже собравшаяся публика ликует. Два балла зарабатывает Данилов и по качеству уже ведет. Борьбу за третье место весовой категории до 65 килограммов ведут в красном трико представитель Польши Карл Чегус, в синем Алексей Данилов, Россия, Саха-Якутия. Полторы минуты остается. Сейчас 30 секунд польскому борцу дается для активной борьбы. Что там с нашими 30 секундами? Дали балл. Да, дается балл Данилову. 3-2 счет становится. Ну, сейчас надо ему атаку, 2 балла и спокойно доводить. Близится концовка этой встречи. Прекрасно понимаем, что счет скользкий, да, сейчас все что угодно может случиться. «15 секунд». Да, здорово. Молодец, Алексей. Здорово защищался и под конец вовсе, да, вот взял еще и 2 балла. 5-2. 5-2 с таким счетом победу одержал Алексей Данилов. На радость собравшейся публике, любителям спорта, Алексей Данилов дарит такую вот яркую победу. И таким образом якутянин становится обладателем бронзовой медали весовой категории до 65 килограммов. Он заслужил эту награду. Все такие встречи у него тяжелые были. Молдова. Вот это вот напряжение, да, до конца, до последних секунд. Да. Здорово, Алексей разобрался. Поздравляем еще раз Алексея Данилова, и мы идем дальше. Это второй малый финал этой весовой категории. Бекхан Бендеев, Россия, и Николай Громес, Молдова. России, Чечни, Беххан и Финдиев. Беххан 18 лет, представляет спортивный Итак, по истечению последующих, да, вот 5,5 минут мы узнаем, кто же будет стоять рядом с Алексеем Даниловым на третьей ступени пьедестала почета. В синем трико представитель команды Молдовы Николай Грахмес. Николаю 20 лет, Бекхан, спортивный любитель этой встречи, города Капрада.
Сразу доработал 2 очка и старается 10 лет под улучшить руководством свое преимущество. Исира. Николай Грахмес, серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира 2018 года. Да, титул есть у него уже. На Европе-то медаль заработал. Ничего не было. Два балла. Николай Громес. Будет накат. Он остановился, распутил захват, он проиграл 2 балла. Эти 2 балла Да. дали. 4-2 в пользу Эпендеева. Борцовским языком подарил 2 балла. Если ты не уверен, делай прием, не надо его делать. — 30 секунд до конца первого Ну, периода. это уже 2 балла. 2 балла. Не дают. Вот теперь 2 балла дают представителю команды Чечни. 6-2. Последние 15 секунд. На кону, напомню, бронзовая медаль. В весе до 65 килограммов. Пока что ближе к этой цели. Представитель чеченской школы борьбы. Завершается первый период при счете Борьбу за 6-2. третье место весовой категории до 65 Ну килограммов и ведут в красном несколько раз мы уже трикотаже отмечали, да, то, что команды очень интересный России. финал в этой весовой категории. Муслим Сайдулаев и Бекханова Курбан 18 Шираев лет встретятся. представляет спортивный клуб «Ахмат». Кандидат в мастера спорта, борьбой Лидеры занимается этой весовой 6 лет категории. под И руководством таким образом на якутском Абдичимаева ковре Фахима на турнире Маевиева. памяти Его Романа соперник Дмитриева мы увидим синий повторение трикотаж представитель финала команды международного Молдовы турнира Аланы. Николай Грахмес. Ну, сейчас мы видим Николаю повторы 20 лет, действий спортсменов лицея в спорта минувшем города Капрана, периоде. мастер спорта, борьбой И сейчас занимается начнется 10 второй лет отрезок. под руководством заслуженного тренера Ильи Исира. С опозданием Николай Грахмес, бросили. серебряный призер первенства Европы, бронзовый призер первенства мира 2018 года. Челлендж дается 5 секунд, 5-7 секунд. Тогда можно выбросить. Если время больше прошло, уже судьи не принимают протест. Так чеченцы хотели сейчас последние действия протестовать. Но они правы, там 2 и 2 было. А они только, американский арбитр только дал 2 балла за переворот. Поздно спохватились. Да. Такой интересный захват у обоих. И 2 балла записал свой актив Громес. Хорошо прошел в ноги.
2 балла, да, вот записывает представитель Так, Молдовы. синему дали 2 балла. Да, интересный момент. Ну, тренеры молчат, челлендж не выбрасывают. И счет на табло 8-6. Да, челленджа нет. И у нас остается минута и 43 секунды до конца этой встречи. 8-6 ведет Эфендиев. Ну, Эфендиев, он как-то вялый уже стал, устал, видимо. С таких действий не может. Проиграл там на своем действии, на своем проходе. На 4 балла, да? Провел действие Громес, и теперь уже представитель Молдовы выходит вперед. Бронзовый призер первенством Европы. Просто так не дается медали на Европе. 49 секунд остается, и так, у нас тут заминка небольшая. Требуется вмешательство врачей. У них, у чеченских борцов, стиль Буйвасара Сатиева, они что-то оттуда берут. Вот эти накрывания всякие, вот, когда, но не всегда у них это все проходит. Итак, 35 секунд до конца, и ох ты! Ну, молдаване помощнее выглядят. Да. 2 балла записывает Бекхан свой актив. Да, напряженная встреча. Так, что у нас там случилось? Вновь. А там ковер подтирает. Да, там Бекхан. Кровь Да. красная. Они 10-10 что-то? Да, 10-10 Ничего себе. по качеству. Представитель Молдовы впереди. А, да. И 19, ну, вернее, 18 секунд остается. Ну и Бекхан, конечно, сейчас проведет эти оставшиеся секунды в атаке. В свою очередь Громес будет защищаться, и не только защищаться. Берет он 2 балла. Не хватило его. 12-10. Ну и благодарит Николай своего соперника за эту схватку. 12-10. Итак, в весовой категории до 65 килограммов бронзовым призером Со счетом становится 12-10 побеждает Николай Громес, Громес, Молдова. представитель команды Молдовы, и он становится обладателем бронзовой медали нашего турнира. Будет он на третьей ступени пьедестала, будет делить третью ступень пьедестала вместе с нашим Алексеем Даниловым. Принимает поздравления Николай и отправляется отдыхать и дожидаться церемонии награждения. Да, сегодня самый сильный финал. Вот будет сейчас 65 килограмм.
которые уже взрослые турниры прошли. Ну что ж, еще раз поздравляем мы Николая Громеза с тем, что он стал бронзовым призером турнира памяти Романа Дмитриева. Поздравляем тренерский штаб команды Молдовы. Ну и сейчас мы, конечно же, обращаем внимание, все наше внимание на следующую схватку. У нас золото будет разыгрываться в этой весовой категории в весе до 65 килограммов. Муслим Сайдулаев, Россия, и Курбан Шираев. Также представляет он Россию. Очень интересный финал нас с вами сейчас ждет. Ну и судит самый опытный судья у нас олимпийской категории Алексей Базулин. Вот, потому что встреча будет напряженная. Вот на турнире Алана в 2018 году эти молодые люди встречались в финале, и тогда Сайдулаев со счетом 8-4 победил. Посмотрим, что будет на этот раз. Ну и помним то, что Курбан Шираев тогда, конечно же, всех очень удивил. В 1/8 он победил Виктора Рассадина. Да. А в четвертьфинале выиграл Начин Кулара со счетом 1-6. Ну, оба спортсмена, конечно, очень интересные. Муслим Сайдулаев в полуфинале выиграл у Алексея Данилова. В четвертьфинале оказался сильнее Кэрола Якуб Гжегуша. В 1/8 одержал победу над Николаем Чембарисовым. Двух якутян победил Муслим Сайдулаев. Что касается Курбана Шираева, Курбан Шираев в полуфинале выиграл у Николая Громеза. В четвертьфинале победил Панайотиса Йокамидиса из Греции. А в 1/8 финала был сильнее Султху Аланбаяра из Монголии. И еще квалификацию прошел Курбан, где выиграл как раз таки Бекхан Пендиева. На одну схватку больше провел Курбан на этом турнире. Ну что ж, давайте наслаждаться этим финалом. Ну это волей жеребьевки так Да. получается. Думаю, что якутские любители спорта ждали этой схватки не меньше, чем вот финал весовой категории до 57 килограммов. Да. Ну, я думаю, здесь много приемов не будет. Они друг друга хорошо знают. Более уже в финале боролись. Две минуты позади. Только вышел, свисток дал арбитр. Да, по-прежнему на табло у нас нули горят. И 40 секунд остается бороться в первом периоде. Он 30 секунд получил, борец в красном трико. Да, и интересно, сколько там осталось, да? Да, все, 1 балл присуждается Шираеву. В красном трико Муслим Сайдулаев. Россия, Чечня. Спортсмену 20 лет. Борьбой занимается 10. Последние 10 секунд первого отрезка. Шираев проходит ноги. Представитель команды России Дагестана
Не успел. Мастер спорта. Так, ну там Борьбой занимается дали, да, 2 сегодня. балла успел. Тренируется под руководством 3:0 при Олимпийский таком счете спортсмены Курбан Шираев, отправляются отдыхать. победитель первенства Дагестана памяти Давидова и призер международного турнира в городе Владикавказ. Ну и вот режиссер телетрансляции предлагает нам насладиться результативными действиями борцов в замедленном действии. И у нас сейчас стартует второй период. 3 минуты. 3 минуты, по итогам которых будет выявлен победитель. Ну, Шираев поактивнее борется. Хочет реванш взять здесь, в Якутске. Да. Ну, у нас сейчас на табло не актуальный счет. Пока что светится у нас счет 3:0. 3:0 в пользу Шираева. Да, вот говоря о турнире Аланы 2018 года, да, Сайдулаев тогда со счетом 8-4 одержал победу. И сейчас Шираев, да, действительно, идет к тому, чтобы взять реванш на якутском ковре у своего соперника. Две разные школы борются. Чечня и Дагестан. Ничего не дает арбитр. Но они оба из Хасавюрта. Кстати, у Сайдулаева брат будет бороться здесь на Кубке мира 57 килограмм. Это младший брат. С Тютрином они сборную России будут возглавлять. Сначала выступил один брат на якутском ковре, да? Но через недельку уже старший брат. Да, Тютрин у него выигрывал Сайдулаева в Красноярске на чемпионате Медешвили ШВСМ. Но он через неделю Сайдулаев выиграл Ерегинский турнир. Итак, минута. Остается ровно 1 минута. Да, я думаю, Ширяев не отдаст эту победу, не отпустит. В такой встрече с такими борцами 3:0 это нормальный счет. Какой строгий арбитр. Экран закрыли, это табло. Режиссеры табло закрыли. Да. На все, да, вот обращает внимание арбитр. Действительно попросил оператора отойти от монитора, который отображает счет. Это его рабочая зона. Да. Ковер, он хозяин там, арбитр. Очень серьезный подход. И у нас 22 секунды. Шираев продолжает сохранять победный для себя счет. И последние секунды. Я в душе был уверен, что Ширяев выиграет. Честно. Ваши ожидания оправдались. Да. Да, и со счетом 3:0 Курбан Шираев побеждает Муслима Сайдулаева и становится обладателем золотой медали нашего турнира в весовой категории до 65 килограммов. И таким образом он берет реванш у Муслима Сайдулаева за проигранный финал на международном турнире Аланы.
прошлогоднего турнира и ну, поблагодарил, да, вот Курбан Муслима, пожали друг другу руки спортсмены. Ну, выходит, что здесь турнир сильнее в этом весе. Ну, как я понял, тут собравшиеся болельщики разделились, да? Кто-то Ну да. болел за Муслима, а кто-то за Курбана. Ну, баллов много не было, напряженная встреча была. Да, конечно. Это взрослую борьбу показали. Итак, сейчас, пока мы смотрим повтор прошедших действий, прошедшей схватки, и у нас выявлены выявлены победитель и призеры весовой категории до 65 килограммов. И, как я понимаю, сейчас у нас будет чествование лидеров в весе до 74. Технический делегат Объединенного мира борьбы UFC Бетанер Дава. За третье место бронзовой медалью награждается Адам Юсупов, Россия. Начинаем чествование, как полагается, с обладателей бронзовых наград. В первую очередь приветствуем Адама Юсупова. Становится он хозяином награды бронзового отлива. Также наградой бронзового отлива награждается Эмиль Шеннон. Представляет он команду Соединенных Штатов Америки. Ну а серебряная медаль у нас уезжает в Монголию. Батардане Биамбасуре на ваших телеэкранах. Получает медаль рук Павла Павловича Пенигина. Алексей Копылов, Амир Чамцин, представители команды России. Ladies and gentlemen, we're starting the final round for the bronze medal in the weight category of up to 57 kilos. Please welcome Alexei Kopylov, Russia, Amir Chamzin, Russia. Итак, дорогие друзья, у нас следующая весовая категория, последняя весовая категория. До 57 килограммов сейчас будет разыгрываться в этом весе бронза между Алексеем Копыловым и Амиром Чамзином.
И сразу, да, резво начинается эта схватка. Да, без разведки пошли. Алексей взял 2 балла. Поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Саха Алексей Копылов. Алексею 19 лет, студент училища И в дебюте Республиканский центр встречи за первые 30 секунд борцы уже успели разыграть 3 балла. мастер спорта России. Борьбой занимается 9 лет под руководством Якова Филиппова. Алексей Брата Алексея мы увидим в финале. турнира в Соединенных Штатах Америки. И Петр Копылов спорит золото с Айсином Винокуровым. Ну а сейчас Алексей Его соперник противостоит, представитель команды России. состязается с Амиром Чамзыном. Амиру 20 лет, представляет ЦСКА-2, студент училища Олимпийского Спортсмену по 20 лет. кандидат мастера спорта, борьбой занимается 7 лет под руководством Дава Монна. Амир Чамзын, бронзовый призер. И какие ваши личные ожидания, вот, Султан Сергеевич? Ну, тут непредсказуемо оба. Чамзин такой крепыш. Здоровый парень. Физически он здоровый. Ну, Алексей должен обыграть его. Ну, первое же действие Алексея было, он в своем действии проиграл 2 балла. Потом вышел наверх. Две минуты первого периода позади. Да, Тувинец поактивнее идет в борьбу. Чуть больше 20 секунд остается бороться в первом периоде. 2-1 впереди Чамзын. Они все оставляют на второй период. Да. И последние секунды. Ну и все. Как вы сказали, да, Султан Сергеевич, борцы все оставили на второй отрезок, на второй период. Давайте будем с нетерпением ждать, да, и наблюдать с удовольствием, что же у нас за тем, что же у нас будет происходить. Ну, на кону у нас бронзовая медаль. Весовая категория до 57 килограммов. Как и по традиции, да, уже можно сказать, то, что организаторы оставили наилегчайший вес в конце, поставили под конец вечерней программы, так сказать, торт, вишенка на торте. И первый малый финал в этой весовой категории: Алексей Копылов, Амир Чамзын. 2-1. Знаете, если бы было от меня зависело, да, я вот два брата родных, да, разводил их разные под руки. Вот. Когда Батыровы боролись, Адам и Мавлет, их всегда разводили, чтобы вместе только, ну, там, в финале могут встретиться. Но это было справедливо. И финал, да? Братья встретились в финале. У нас же не так много таких двойников. Вот Белглазовы, они разных весовых категорий боролись. Всегда старались, чтобы вместе не попасть в одном весе. Ну вот на этом турнире встреча между Петром и Алексеем закончилась со счетом 10-0 в пользу Пети. Ну, Петя постарше, наверное. И он будет оспаривать золото. Петя, наверное, намного постарше, потому что мы на трибуне сидели, болельщики, и сразу сказали.
Петя выиграет. Итак, у нас счет остается прежним, и вот когда же наступит тот самый момент, когда у нас повысится резко динамика, вот этот взрыв. Знаете, они постоянно в одном весе борются. И на России, когда юноши были, все проиграл. Вот на взвешивание придут, и их не различить. Кто из них? Лично я не мог различить. Но они друг за друга никогда не взвешивались. Всегда делали вес. Ну, 3-1 счет в пользу Чамзына. И сейчас Алексей идет вперед. Поувереннее борется, чем Зин. А время-то тает, дорогие друзья. Все Да. меньше и меньше времени. Минута и 10. А Алексею нечего предложить. Чамзина я знаю, он физически очень сильный. Но для этого веса. Вчера Петя тоже тяжелая схватка была с ним. Мы видим 35 секунд. Болельщики гонят вперед Алексея Копылова. И вот. Неужели как Куприн? Есть 2 балла. Да, 2 есть балла 2 берет балла, есть Алексей. 2 балла. И еще нога. Здорово, молодец, Алексей. Вот готовил, выждал, да, в нужный момент. Он много таких схваток выиграл на этом турнире. Вот так, на последних секундах. Да, невероятная концовка. 1 балл Чамзын записывает свой актив, но 4-5, нет, все, уже время там, считай, ничего не осталось. Да, полсекунды. Ну и все. Алексей Копылов со счетом 5-4. Волевая победа. Со счетом 5-4 побеждает Алексей Копылов и становится хозяином бронзовой медали весовой категории до 57 килограммов. И как же радуются болельщики, да? Именно такие схватки доставляют, конечно, больше всего удовольствия. Да, это вот настоящая победа. Это настоящая медаль. Кровью, потом вырвал. Да, очень красивая победа в напряженнейшей схватке. Еще раз поздравляем Алексея Копылова. И в скором времени мы увидим его брата Петю в финале, но прежде мы посмотрим, как вторую бронзовую медаль этой весовой категории между собой разыграют Айдаш Бараш и Михаил Васильев. Но это рискованно, на последние секунды доставлять вот так. На атаку. По взрослым тяжело, по юниорам еще проходит. По кадетам может пройти, а по взрослым такие вещи не проходят. А может, что не получится, а времени уже не хватит, да? Конечно. Ну, у Алексея получилось. Да, молодец, я его поздравляю от души. Мне очень нравятся оба брата, как они и воспитанные, и борются хорошо. Ну и разыгрывается у нас вторая бронзовая медаль в этой весовой категории. Айдаш Бараш и против него Михаил Васильев, представитель училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева. Опять Якутия, Да. Тыва. Уже много, да, было схваток с такой вывеской Якутия Тыва. Ну и хотелось... Особенно в этом весе. Да. И хотелось бы, чтобы весь пьедестал в этом весе был представлен спортсменами, представителями Якутской школы борьбы. Все возможно.
Да, 2 балла зарабатывает Россия. Васильев. Спортсмену 18 лет. Представляет училище Олимпийского резерва города Кызыл. Кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 7 лет. Тренер Дава. Что у нас там? Кровотечение, да? Нужно остановить. Да, что-то у него там нос. Победитель первенства ТВ. Неоднократный победитель. Небольшая у нас остановочка будет. По вольной борьбе. Его соперник Со счетом 2-0 ведет Михаил. представитель команды Саха-Якутия Михаил Васильев. Возобновляется Михаил, схватка. 19 лет. Воспитанник училища Здорово! 4 балла. 4 балла. Романа Дмитриева. Что будет еще дальше? Продолжение-то. Ай, молодец! Здорово! Вот это да! Михаил Васильев. 10-0, дорогие друзья. Чистая победа. Чистая победа представителя училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева Михаил Васильев. Ну вот как вы хотели, так получилось, весь пьедестал. Да, и получается, да, уже можно сейчас говорить о том, что весь пьедестал почета этой весовой категории будет представлен исключительно якутскими борцами. Можно финал не проводить. Да, осталось просто определить, кто займет первое место, кто второе. Да. Здорово, ну, просто потрясающая победа. Да. Больше всех участников было в этом весе. Да. 57. Если вот ничего не путаю, 31 участник. 31 Да. участник. Да, Михаил, конечно, подарил очень много положительных эмоций. Молодец, Михаил. Да, я тоже его поздравляю. Выложил все, что у него было. Ну и главная схватка в этом весе разыгрывается, дорогие друзья, золотая медаль категории до 57 килограммов. И стоит отметить, что разыгрывается награда высшей пробы между двумя представителями, воспитанниками школы борьбы Мегина Кангаласского района. Они с одной школы? Занимались они в Мегино-Кангаласском районе, они из других районов. Петр Копылов у нас уроженец Алекминского района. Что касается Айсена Винокурова, он из Жиганского улуса, он земляк Романа Дмитриева. Вот такие вот небольшие факты, да, небольшие, но интересные факты перед стартом финала. Ну и вообще стоит отметить, что глава Заречного района Николай Прокопьевич Старостин вообще уделяет большое внимание развитию вольной борьбы. Сам он курирует вот проекты, состязания, активное участие принимает непосредственное. Ну и сейчас, последующие 5,5 минут, мы увидим, уверен, очень интересную борьбу, по итогам которой будет выявлен сильнейший борец в весе до 57 Итак, килограммов. борьба за первое место весовой категории до 57 килограммов. Петр Копылов в полуфинале выиграл у Амира Чамзына, Цувинца. В четвертьфинале, как мы уже говорили, да, выиграл своего брата Алексея со счетом 10-0. В 1/8 он оказался сильнее Айбелека Мангуша, еще одного тувинца. В 1/16 выиграл у своего сокомандника Егора Вензеля. А вот Айсен Винокуров в полуфинале выиграл у Михаила Васильева, тоже у представителя команды сборной Якутии. В четвертьфинале выиграл Кежика Седена из Тывы. В 1/8 одержал победу над Айдашем Барашем, которого мы видели ранее. И в 1/16 Айсен выиграл у Джулуса Седаличева. Первенство мира среди кадетов 2016 года. Последняя это у нас схватка второго соревновательного дня. Соперник в синем трико Айсен Винокуров. Спортсмену 20 лет. Воспитанник училища
Позади. Олимпийского резерва имени Романа Позади 2 Куликова, минуты. кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 8 лет. Тренеры Осип Михайлов, Яков Филиппов. Так, и 30 секунд есть у Айсена Винокурова, чтобы записать в свой актив результативное действие. А в то же время сейчас у Пети Копылову требуется помощь медперсонала. Ну, арбитр немного запоздал за 30 секунд. Там минута остается, минута 0,5. Хотя 1,5 минуты, чтобы потом у борца было время отыграть этот балл. Там. Уважаемый победитель и призеры весовой категории до 65 килограммов, просьба подойти на построение для проведения церемонии награждения. Итак, все вопросы решены, и сейчас финал весовой категории до 57 килограммов возобновляется. В левой части экрана мы видим то, что остается меньше 20 секунд у Винокурова для того, чтобы сделать результативное действие, провести такое действие. Но вместе с этим, да, действительно, до конца периода остается чуть больше 30 секунд. Балл присуждается Копылову. Вообще-то вот я на это 2 дня смотрю, на этом турнире ваших ребят. Очень молодежь хорошая, перспективная. Как только они войдут во взрослую команду, это уже другой вопрос. А так очень хорошие ребята. Я так слышал, что Винокуров только с армии пришел. Да, он год, говорит, не тренировался. Говорит, сколько? Год в армии служит. Сейчас свежими силами должен. Ну, завершается у нас первый период со счетом 1-0. Единственный балл вот Петр Копылов получил за счет пассивного ведения схватки своего соперника. И что же будет во втором периоде? Такая же борьба, если будет, преимущество у синего будет. Но Копылова они оба за 30 секунд начинают бороться, за 40 секунд включается. Но они друг друга знают уже. Да. Итак, 3 минуты остается в этой схватке. И за эти 3 минуты будет выявлен победитель международного турнира памяти Романа Дмитриева в весовой категории до 57 килограммов. Ну, на победу небольшое преимущество у синего. Мастер спорта. Я так думаю. 9 лет. Тренируется под руководством Якова Филиппова. Петр Копылов, победитель международного турнира в Бурятии 2018 года. Серебряный призер юниорского первенства России 2018 года. Участник первенства Европы 2018 года. Победитель первенства мира среди кадетов 2016 года. Позади минута второго периода. Его соперник в синем трико Вот сейчас 30 Да. секунд активной борьбы у красного есть. воспитанник училища Олимпийского резерва, И вновь кандидат в мастера спорта, нужно вмешательство сотрудников медперсонала. И да, 30 секунд. Сейчас по Активности. новым правилам спортсмен может у врача находиться в течение схватки 4 минуты. Отводится ему. На протяжении всей Схватки, да. да. Да если он не уложился, значит он снимается с соревнований. Возобновляется финальная встреча, и 25 секунд остается у Пети Копылова, чтобы провести результативную атаку. В противном же случае теперь уже Преимущество будет у синего. да, у Айсена Винокурова.
Но он уже включается, Петр. Он чувствует, что по последнему действию он будет проигрывать. Вот, уже проигрывает. Да. Теперь уже по качеству Айсен Винокуров впереди. И интересная нас, конечно же, концовка ждет. Минута до конца этой встречи. И, как мы знаем, да, вот на последних секундах Да, он может... Петр сейчас включится. Ему терять нечего. На табло посмотрел. И вот начинает, да, включаться Петр. Меньше 20 секунд остается. И завершается схватка. Нет оценок. Нет, оценки Нет. будут. Оценки будут. Если челлендж будет. Да, вот со стороны Копылова я вижу то, что челлендж. Будет оценка. Ну, там такая завязка очень сложная. Много что произошло, да, вот эти последние секунды. Ну и Ему чуть раньше надо было. Вот минута 5 было, тогда надо было начинать. вот давайте смотреть, что же у нас. Тут ничего не было. Не, он же с ковра уже выходу у Копылова был, потом уже назад зашел. Не должны оценить. Ничего нету. В этой завязке ничего не было. 1 балл синему за челлендж. И да, Да. Если бы он не коснулся за ковра, тогда Копылов выигрывал. Сложный момент. Победитель весовой категории. да, но приняли решение судьи. Разобрались в этой ситуации. И Айсен Винокуров. Я сказал, небольшое преимущество Винокурова. У меня было предчувствие. Да, все ваши вот, ожидания, да, они оправдываются. Ну и поздравляем мы, конечно же, Айсена Винокурова. Очень символично, что Айсен, земляк Романа Дмитриева, в турнире памяти вот, легендарного чемпиона, вот, одержал его победу в этой весовой категории. Ну и, конечно же, отдадим должное Пете Копылову. Продемонстрировал он замечательную борьбу по ходу этого турнира. Ну и, конечно, досадно, да, досадно так проигрывать. Но вот, Сам виноват, бороться надо. да, Салтан Сергеевич, вы отмечали то, что Да. пораньше Да, надо да. включаться. Но борьба есть, борьба. Тут это единоборство, есть победитель, есть проигравший. Конечно. И сегодня это Айсен Винокуров. Хорошо, что обе медали здесь так, золотая и серебряная. Да, и можно подводить итоги. Айсен Винокуров, обладатель золотой медали в этой весовой категории. Хозяином серебра у нас стал, соответственно, Петр Копылов. А бронза у Михаила Васильева и Алексея Копылова. Сейчас у нас будет награждение. Для проведения церемонии награждения приглашаются победитель игр доброй воли, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Василий Николаевич Боголев. The Goodwill Games winner, 2 times European champion and American Master
призер Олимпийских игр Стельцик Владислав. Ну что ж, дорогие друзья, За третье место бронзовая медаль. завершается второй соревновательный день нашего турнира, и мы продолжаем чествовать победителей и призеров. Это весовая категория до 65 килограммов. Бронзовая медаль вручается Алексею Данилову, представителю сборной команды Якутии. Вместе с ним на третью ступень пьедестала почета взбирается Николай Громес из Молдовы. Серебряная награда. Серебряная награда вручается Муслиму Сайдулаеву. Муслим Сайдулаев представляет Чеченскую Республику. И сейчас его сопернику будет вручена золотая медаль. Курбан Шираев, победитель турнира памяти Романа Дмитриева в весовой категории до 65 килограммов. Удалось Курбану взять реванш у Муслима Сайдулаева за прошлогодний финал международного турнира Аланы. Как мы уже говорили, да, призовой фонд седьмого по счету международного турнира памяти Романа Дмитриева составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. Победители получают по 70 тысяч. Спортсмены, занявшие вторые места, 50 тысяч. И бронзовые призеры по 40 тысяч рублей. Также, конечно же, еще и награждается тренер чемпиона. Он получает также 40 тысяч рублей. Ну что ж, это были лучшие борцы весовой категории до 65 килограммов. Еще раз мы поздравляем Курбана Шираева, который в схватке за золото со счетом 3-0 выиграл у Муслима Сайдулаева. Два лидера встретились в финале, два лидера этой весовой категории. Ну а бронзовыми призерами у нас стали Николай Громес, который выиграл у Бекхана Тиндеева из Чечни со счетом 12-10. В первом малом финале у нас Алексей Данилов, представитель сборной команды Якутии, со счета 5-2 выиграл у Кэрола Якуб Жегуша из Польши. И в скором времени мы будем чествовать победителя и призеров весовой категории до 57 килограммов. Ну и пользуясь этой заминкой, да, давайте проанонсируем ход третьего заключительного соревновательного дня. Программа у нас стартует завтра в 11:00. У нас будут утешительные встречи в весовых категориях 61, 70, 79, 92, 125 килограммов. Затем будет перерыв, и с 2 часов до 4 примерно у нас будут финальные встречи в тех же весовых категориях. Итак, дорогие друзья, перед вами весовая категория до 57 килограммов. И давайте еще раз вспомним призеров и победителя этой весовой категории. Бронзовая медаль вручается Алексею Копылову. Мы помним, да, то, что в малом финале Алексей со счетом 5-4 выиграл у Амира Чамзына, представителя команды ТВ. Вместе с Алексеем на третью ступень пьедестала почета взбирается Михаил Васильев, который просто очень стремительно и быстро, красиво выиграл у Айдаша Бараша со счетом 10-0. И серебряная медаль вручается Петру Копылову. Очень хороший, конечно, финал получился. И Айсен Винокуров
взбирается на высшую ступень пьедестала и получает свою заслуженную золотую медаль. Как мы уже отмечали, да, очень символично, что победу на турнире в памяти Романа Дмитриева одержал его земляк Айсен Винокуров. Еще раз поздравляем Айсена Винокурова и призеров также, конечно же. Поздравляем с тем, что они вошли в число тех, кто стоит на пьедестале почета по итогам замечательного турнира. Общая фотография на память. Ну что ж, дорогие друзья, очень насыщенная вечерняя программа получилась во второй соревновательный день. И нас завтра ждет не менее интересный состязательный день, но вашему вниманию теперь мы предлагаем подборку красивых действий. Та самая вот развязка, да, сначала Айсен был раздосадован, подумал, что не в его пользу все может завершиться, но в итоге судьи разобрались и по счету 2-1 победу одержал Айсен Винокуров. Завтра